Этот мастер-класс организован Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3», который на протяжении многих лет занимается организацией встреч с яркими представителями российской и европейской интеллектуальной элиты. Тема публичной встречи – личность крупным планом в документальном кино. Открывал диалог с Александром Зиненко председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Ежемесячно будет встречаться здесь, в Абхазском университете. Вы наши главные партнеры. Мы реализуем проект для вас. Это образовательный, это встречи с интересными людьми в разных сферах нашей жизни. Это журналисты, известные журналисты, это политологи, экономисты. И, как мы вам говорили, еще раз хочу подтвердить, что вы можете участвовать в формировании нашей программы, вы можете предлагать интересные идеи, которые вы хотели бы послушать, встретиться, пообщаться. В аудитории собрались будущие журналисты, дипломаты, историки и графические дизайнеры. Им представили документальный фильм Александра Зиненко «Непобедимая», работа над которым шла 2 года. Жительница Южноуральского поселка пережила жуткую трагедию, после которой оказалась в инвалидном кресле, но жизненные обстоятельства не заставили ее сдаться. Ольга – 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу. Среди спортсменов-опорников она работает инструктором в спортзале и воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. И мужчины, они же слабый народ. Без женщины очень редко, да, есть где-то, может быть, случай, там, что где-то мужчина воспитывает детей, но это очень редко. Один глаз у него вообще слепой. А второй где-то 30% всего видит. Конечно, он любит, очень любит Вику. Но одному-то ему не потянуть ее. После просмотра студенты общались с автором фильма в формате вопросов и ответов. В обсуждении фильма студенты АГУ выразили желание на федеральных каналах видеть больше истории из реальной жизни. Поблагодарила за кинокартину Александра Зиненко профессор кафедры журналистики АГУ Екатерина Бебия. Сила воли и доброта ваша. Без этого не был бы такой вот насыщенный, такой вот глубокий фильм. Мне кажется, что для нее это подарок судьбы и для нее, чтобы она жила дальше, вот, чтобы она продолжала еще больше. Она наверняка вас считает своим сыном, считает братом, даже старшим братом и Богом. Это вот очень многое значит, потому что я как автор многих телевизионных фильмов о погибших, о матери, потерявших своих сыновей, я чувствую, что это значит журналистская сила. Поблагодарить за этот фильм, я скажу, почти все время плакала. Вот такие фильмы выпускайте по Первому, Второму каналу. Пусть говорят то, что мы смотрим всякую пошлость, а наконец вернуться к духовности. Я думаю, все, кто сегодня сидел здесь, всех тронул этот фильм. Действительно, спасибо. Спасибо за ваши слова. Вот я этого ждал, кстати говоря. Очень добрый. Спасибо. Сам режиссер в ходе мастер-класса преимущественно отвечал на вопросы и делился собственным опытом. Документальное кино предполагает близость к герою и, так или иначе, вторжение в его жизнь, пространство и мысли. Как расположить к себе собеседника в случае, если тебе нужна история его жизни? Универсальных рецептов нет. Легко сказать, что есть универсальный рецепт. Надо приехать, выпить чаю, посидеть, и все пойдет как по маслу. Нет. У меня есть своя теория, тоже я иногда рассказываю об этом на мастер-классах. Кто для нас наши герои? Неожиданный вопрос. Враги или друзья? Так вот, как это не парадоксально звучит, они и враги, и они же друзья. Потому что сегодня у него прекрасно. Враги в каком смысле? Нет, не в том, что мы с ними враждуем, а в том смысле, что герои часто препятствуют съемкам. Не нравится им, вот я не хочу, у меня настроение плохое,
Значит, да какую-то чушь вообще там придумали, не буду я сниматься, люди будут смеяться, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, вот все в одном лице, да, в одном флаконе. Сегодня он друг, он к тебе расположен, и вечером поговорила она с подружкой, она сказала: ты что, вообще дура, что ли, там, да, снимаешься, ну, все же будут отображать потом. Что ты позволишь? Тебе это надо? Стандартный вопрос. Нет, не надо. А что снимаешься тогда? И на следующий день ты приезжаешь, и все, уже вот этой теплоты, этой доверительных отношений уже как будто и не было. В завершении встречи Руслан Хашик поблагодарил участников мастер-класса, отметив их заинтересованность и включенность в тему. Наше ремесло, все, кто занимается журналистикой, занимается вообще литературой, искусством, наша сверхзадача передать, уметь зацепить кого-то. Вот это вот в этой аудитории я сегодня чувствую. А мы когда сюда шли, честно, я не очень представлял, как это сегодня все будет выглядеть. Вот у нас была первая лекция, большая аудитория, мигранян, мы все слишком политизированы. Вот после этого задуматься о судьбе человека. А потом это все перенести. Мне кажется, что вот завтра или уже сегодня вы уже думали, вот где-то у вас рядом дома, где-то в деревне, где-то в городе, кто-то из вашего мира знакомых, вот кто вот нуждается в этом, в вашем внимании вообще нас, всего общества. В рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиаклубом «Формат А3» впереди у студентов еще не одна встреча с интересными людьми. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.